совместно с регионами, бизнесом реализуем целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры. На связи президент России. В зале Раис Татарстана руководство, научный состав и студенты нового уникального вуза страны – Высшей школы нефти. Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за поддержку. За последние 2 года в республике создано и успешно работает 6 передовых инженерных школ. Кроме этого, 5 наших университетов, пройдя жесткий федеральный конкурс, вошли в элиту российского образования, став участниками программы 2030. При поддержке федерального министерства активно развивается также кампусы других наших вузов. Владимир Путин пригласил к микрофону студентов Альметьевского вуза, чтобы поинтересоваться, как им новые возможности университета. Слово берет студент первого курса магистратуры Камиль, специально приехавший в Альметьевск из Киргизии. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с той комнаты, в которой мы живем, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, и также можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что у нас все наши здания связаны надземными переходами. Вуз, в котором вы учитесь сегодня, один из, конечно, самых перспективных, один из лучших в стране. И думаю, что вам повезло. Я желаю вам, так же, как и всем другим студентам вашего вуза, всего самого доброго, успехов. В ответном слове ректор вуза пригласил Владимира Путина лично посетить Высшую школу нефти. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь возможностью, приглашаем вас посетить Высшую школу нефти и предлагаем провести на ее базе следующую встречу с участником федерального проекта «Передовые инженерные школы». Это вуз, на базе которого успешно развиваются сразу 2 передовые инженерные школы. Первая по трудноизвлекаемым запасам нефти. Здесь говорят о черном золоте на самом высоком уровне, его составе, способах добычи и применении. Аудитории нового кампуса Высшей школы нефти оборудованы для онлайн-лекций. Студенты присутствуют очно и дистанционно. Есть телевизионная панель, есть камеры, самонаводящиеся, одна вот в том краю, другая здесь вот стоит. Есть звуковая система на потолке находится. Вот шарики черные, это динамики висят. И рядышком есть микрофоны. Что это позволяет? Это позволяет для внешней аудитории, когда идет занятие, вне зависимости от того, как перемещается лектор по аудитории, вне зависимости от того, какой студент с какой парты задает вопрос, внешней аудитории все будет хорошо слышно. В Высшей школе нефти сконцентрирована и вузовская наука, и отраслевой опыт. В одном кампусе студенты одновременно живут и учатся, занимаются опытом и проводят исследования. Я горжусь, что это именно в Татарстане происходит, и что можно получить такие знания, такой уровень знаний, повышать квалификацию именно здесь, в Татарстане. Я считаю, что у нас очень достаточно высокий уровень по сравнению с многими другими институтами. Высшая школа нефти – это 6-этажный учебно-лабораторный корпус. Здесь учатся студенты и работают ученые. Фасад выполнен из материалов, использующихся в нефтяной промышленности. Плавные линии символизируют текучесть углеводородного сырья, прямые, твердые горных пород и строгость технологических процессов. А это самая большая аудитория кампуса, более чем на 200 мест. И даже здесь, как и во всей концепции вуза, соблюден баланс между прошлым, традициями и будущим. И это угадывается в мелочах. Черный цвет мебели отсылает к нефти, а экран для презентации видеоматериалов к высоким технологиям. Цель Высшей школы нефти, соединив науку, образование и бизнес, отвечать на реальные потребности экономики и общества. Пример – собственная технология разрыва нефтяных пластов. Вчерашние студенты создали жидкость лучше мировых аналогов. Трещина происходит глубже, проходит проводимая способность лучше, пескоудерживающая способность лучше. То есть это вот конкретно наша разработка. Это единственный вуз, где на одной площадке работают сразу 2 передовые инженерные школы. В первой совершенствуют технологии извлечения труднодоступных запасов нефти. Вторая школа – это биотехнологии. Здесь создают микрочипы, они нужны для животноводства. За короткое время чипы позволяют одновременно тестировать тысячи образцов и выявлять генетические дефекты. Раньше для этого использовали американские чипы, теперь производят свои. Мы не можем делать свою селекцию животных, работая на американских микрочипах.
И мы не можем развивать животноводство, не работая с микрочипами, потому что нам нужна селекция. Возникает ситуация, мы не можем делать селекцию, мы вынуждены использовать микрочипы. Вот мы взялись за большую задачу, чтобы у нас в России появилась отечественная технология создания микрочипов. Высшая школа нефти рассчитана на 1700 студентов и 490 научных сотрудников. В планах вырасти минимум вдвое. Рамиль Шайдуллин, Ирина Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.